Здравствуйте, дорогие телезрители! Презентация сразу двух изданий собрала в одном из конференц-залов Юго-Остинского государственного университета профессорско-преподавательский состав и студентов историко-юридического факультета. Два издания заведующего кафедрой политологии и социологии ЙОГУ, кандидата политических наук профессора Инала Санакоева были представлены на презентацию «Разделенность остинского народа и грузино-остинский конфликт». Они представляют собой курс лекций для студентов гуманитарных специальностей вузов, а также широкой читательской аудитории. В начале мероприятия еще больше праздничного настроя внес ректор ЙОГУ Вадим Тедеев, поздравив двух именинников кафедры политологии и социологии, старшего преподавателя Мадину Сиукаеву и доцента Станислава Габараева с юбилеями. Затем началась основная часть мероприятия, модератором которого выступил руководитель вуза, обозначив в своей вступительной части актуальность тем изданий. Два издания. Темы, несомненно, актуальные для всех, для нас. С одной стороны, в одном издании он говорит про разделенность остинского народа. Это проблема всего нашего этноса. И, безусловно, и для студентов, и для тех, кому эта тема интересна, здесь очень много всего познавательного. Ну и грузино-остинский конфликт. Многим хотелось бы преподнести всему миру, что конфликт между грузинами и остинами — это чуть ли не межклассовый был конфликт, мы имеем в виду геноцид 2020 года. Ну и последующие события 90-х и последующих годов. На самом деле это самый настоящий межэтнический конфликт. И вот об этом прекрасно это все освещает в своих научных трудах Инал Борисович. Старший преподаватель кафедры политологии и социологии ЙОГУ Дина Алборова в своем докладе отметила, что в изданиях заключены все критерии научности и очень хорошо раскрыта теоретическая часть тем. Хочу отметить, что впервые вот эта тема, она представлена в таком систематизированном виде. И соблюдены все критерии научности. Вот это для меня очень важный момент. И хочу еще отметить, что очень важно, если вот когда вы ее просмотрите, очень хорошая, очень важная теоретическая часть этой книги. То есть автор подошел от общего к частному, да, как это обычно должно быть. Он рассмотрел теории конфликтологические, начиная с XIX века, когда вот зародились науки гуманитарные и социальные. И до современности вот эти теории, они просмотрены в очень сжатом, хорошем виде, они представлена методология исследования конфликтов, что тоже очень важно, что нам дает основу рассматривать конфликт в целом и, в частности, грузино-остинский конфликт. Хочу, конечно же, особое внимание уделить такой теме, как роль коллективной памяти. Вот об этом мало кто у нас пишет, хотя это вообще очень такая тема популярная, например, в западной конфликтологии. Да? Это вопросы негативной коллективной памяти, да, вот эта историческая память, и вопросы идентичности. И, Инал Борисович, спасибо, что вот эти темы, они прямо лейтмотивом проходят по всему этому изданию. Это очень важно, потому что вот эта коллективная негативная память, что это такое фактически? Это не проработанные, неосознанные, неоцененные, или вернее неоцененные, да, в смысле оценки, да, события, которые откладываются в черный ящик. И при любой вот благоприятной ситуации эти ящики взрываются. Да. И фактически они выходят на передовую конфликтов. Но они выходят зачастую в большом таком мифологическом гипертрофированном виде. И поэтому очень важно вообще фиксировать эту память, архивировать все, что связано с этим, потому что это дает меньше возможностей мифологизации в дальнейшем. И вот в этой связи я думаю, что эта тема будет еще темой обсуждения, в частности, на нашей кафедре. Спасибо большое, Инал Борисович, за ваш труд. Спасибо нашему университету и ректору за то, что этот труд был издан. Вадим Бутазович.
Вы всегда поддерживаете вот все хорошие начинания, за что я вас очень люблю. И я хочу еще отдельное спасибо сказать рецензентам, которые работали вот с этой книгой. Ректор ЙОГУ Вадим Тетеев предложил провести кафедрам политологии и социологии ЙОГУ и СОГУ онлайн-конференцию на тему «Грузино-остинский конфликт и разделенность остинского народа». По презентуемым изданиям свое мнение высказали все присутствующие на мероприятии. Полностью согласен с той высокой оценкой, которая была дана как представлена на наше рассмотрение книгам, так и во всей деятельности Инала Борисовича. Имея в виду и Владикавказский период его деятельности и изданий, думается, было бы неплохо, как, по моему твердому убеждению, специалисту и ведущему специалисту по истории остино-грузинского конфликта в постсоветский период, издать эту проблему отдельной монографией под заглавием «Осетино-грузинский конфликт в постсоветский период». Ну, подумает сам. В завершение было дано слово автору изданий. Они опираются на многолетние исследования этих двух проблем. По конфликту, значит, это исследование было в рамках диссертационного исследования по разделенности. Это было социологическое исследование. Кстати, Коста Георгиевич, который здесь присутствует, выступил в свое время одним из ведущих экспертов по разделенности Осетии. Мы с ним тогда 2 часа беседовали, обсуждали эту проблему, и его мысли, его идеи органично легли в основу этой книги, были использованы. Спасибо тебе, Коста Георгиевич. Столько лет прошло, но до сих пор это я помню, и это для меня было очень большим подспорьем. Я бы не сказал, что вот эти курсы лекций, они один к одному отражают то, что я написал в своих исследованиях, в своих монографиях. Материал был значительно переработан, и в том числе с учетом замечаний и идей, которые высказывали студенты мне очень часто. И, кстати, вот апробация любых исследований, вот как я убедился на собственном опыте, апробация любых исследований в студенческой аудитории – это великая вещь. Студенты иногда способны с такого удивительного и неожиданного ракурса посмотреть на то, что тебе кажется незыблемым, что это вселяет новый оптимизм, порождает новые идеи и иногда даже заставляет перерабатывать материал, который тебе кажется уже некуда его больше перерабатывать. Коллеги, спасибо вам большое за сегодняшнее обсуждение. Я очень был рад всем вашим выступлениям, каждому выступлению. Вы меня сегодня зарядили позитивной энергией, такой творческой, исследовательской. Мне хочется еще что-то сделать.